Мы выставляемся в новых странах, были в Казахстане в том году, в Узбекистане. За последние 4 года компания Ильдара Саляхова вывела различную сельхозпродукцию на рынки 15 стран, от Европы до Монголии. Теперь в планах освоить Китай. Как отмечают в Поднебесной, готовы щедро заплатить, но при этом к продукции предъявляют высокие требования качества, смотрят и товар, и производственные мощности. Китай, он огромный, там 1,5 миллиарда населения, даже выше. Там очень большие заявки на миллионы тонн, поэтому мы хотим свою, так скажем, частичку привнести в Китай и занимаемся этим вопросом. Мы будем сейчас пройти аккредитацию. Что нужно сделать, чтобы получить разрешительные документы на экспорт, доставить товар в Китай, произвести расчет с клиентом, бизнесменам республики объясняют на семинаре. Как отметили, сейчас коронавирусные ограничения сняты, и самое время активизировать поставки. Отрадно, что национальный проект развития экспорта будет продолжен до 30 года. Все мероприятия, которые были предыдущим годом по поддержке экспорта, будут продлены. Будут 15 направлений новых. Это и льготное финансирование, это субсидирование затрат на транспортные расходы, на сертификацию продукции. В Татарстане выйти на внешние рынки помогает Центр поддержки экспорта. В этом году с его помощью заключено 57 контрактов более чем на 18 миллионов долларов. Как отмечают, помимо высокого качества продукции, при выходе на китайский рынок нужно учитывать политическое устройство, религию и менталитет общества. Необходимо зарегистрироваться в системе Китая в качестве импортера, ну и, собственно, дальше все двери открыты. Наши меры поддержки позволяют компаниям без собственных затрат найти иностранного покупателя, получить поддержку специалиста в сфере ВЭД, то есть получить разработанные необходимые документы, консультации в рамках налогообложения, валютного регулирования, таможни, применять участие в международных выставках на территории Китая, разместиться на международных маркетплейсах, также работающих на Китай. По итогам минувшего года товарооборот Татарстана с Китаем превысил 1,5 миллиарда долларов. Это рекорд. В этом году также ожидается рост показателей. Чтобы больше бизнесменов смогли воспользоваться этим потоком возможностей, будут продолжены различные образовательные программы и меры поддержки. Дмитрий Айрин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.